В Магасе прошла встреча главы Ингушетии с представителями медиагруппы Russia Today «Россия сегодня». Руководитель отдела по взаимодействию с органами государственной власти Лида Мизиева, начальник отдела операторов ТЖК Виктор Селяев и военный корреспондент Марат Газдиев прибыли в республику в рамках проекта Russia Today по взаимодействию с регионами. По словам Марата Газдиева, у региональных корреспондентов есть хороший потенциал и правильные амбиции, которые при соответствующей поддержке позволят им выйти на высокий профессиональный уровень. Глава Ингушетии поблагодарил гостей за внимание к региону и желание помочь растить профессиональные кадры для СМИ. Руководитель региона отметил, что в республике много талантливой молодежи, но чтобы развиваться, им нужна соответствующая среда. И, конечно, возможность проходить стажировку в известном медиахолдинге здесь, на месте. Проходить обучение по программе известного канала – это уже отличная возможность. А формат сотрудничества можно рассматривать шире. Напомню, что международный телеканал Russia Today является крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей. Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. Есть инициатива Маргариты Симонян сделать РТ-школу для регионов России, где наши специалисты могли бы на безвозмездной основе ездить по регионам и делиться своим опытом. Медиа-школа, новостников делать. Да, и также есть РТ-школа в Москве, где мы принимаем и молодых специалистов, и студентов, где мы берем лучшие кадры, забираем себе. И вот очередь дошла до Ингушетии. Мы подумали, что тут важно нам быть. Хочется больше, конечно же, делиться опытом и вообще взращивать специалистов. Дать людям шанс, чтобы они себя проявили, чтобы они сами процветали. Очень продвинутые, очень правильные люди, очень толковые дети, девчонки, мальчишки, которым шанс надо дать, и они себя покажут. В любой сфере. И студенты наши. И у нас великолепные медики есть, и у нас есть инженеры, у нас есть ученые. Когда анализируешь это, у них не было там пап, мам, профессоров, академических школ, там что-то такое. Они просто-напросто попадают в среду и понимают, что надо все-таки что-то делать. И стараются. Выезжают, очень не любят. И он, когда попадает, для него каждый шаг, каждый взгляд – это новое. Он думает, а так можно было? А так можно было? Оказывается, можно. Только усердствуй, учись, образовывайся, и все это получается. Поэтому я, честно говоря, хорошо, что обратили внимание-то на республику нашу.